Всем привет, подписчики, также гости моего канала. До Нового года остается несколько дней. Мы снова сегодня были в походе, целый день бродили, занимались всякими разными делами. И этот фильм также выйдет, но уже, думаю, в 2019 году, в январе. А сегодня я хочу всех подписчиков, гостей, родных поздравить с Новым годом, с наступающим с Новым годом 2019. Пожелать всем здоровья, удачи, счастья, семейного благополучия. Самое главное, чтобы было в этой жизни здоровье. Здоровье и, думаю, еще чтобы были деньги. Если есть деньги, много чего можно, сами понимаете. Деньги в этой жизни всему голова. И самое главное здоровье. Ну что еще? Второй год уже я вас поздравляю возле первой избы. В этом году также получилось, что я на первой избе, и также поздравления идут. Только вот костер горит и бурана нету. Потому что снега мало. И прошлого года мой канал, как мы видим, немножко вырос. Побольше стало нас подписчиков. В прошлом году видео я выкладываю, и как и говорил, за вечер у меня 500 просмотров. А сейчас вот я выкладываю видео, и просмотры где-то про походы идут, от 1000 до 2000 просмотров за вечер. Значит, нас больше становится, кто вот смотрит именно про походы, мои съемки. Я не профессионал, снимаю как умею, но это уже вам решать, смотреть или нет. Еще дополнительно хочу большое спасибо сказать 4 каналам. 4 каналам. Это один канал «Семья в деревне». Это не реклама, как бы я рекламирую какой-то канал или что. Это те люди, которые мне помогли в этом году. «Семья в деревне» канал. Там снимает семья и Антон. Вот, самый главный там муж, жена и дети, семейный канал. И вот этот Антон, я по некоторым вопросам я через контакт к нему обращался, и все время Антон мне отвечал. И где какие вопросы задавал, мне отвечал, и во всем мне помогал также. Раза 2 или 3, наверное, я к нему обращался. Я им говорю большое спасибо. Я всегда, кто мне делает добро, я никогда не забываю и говорю большое спасибо. Второй канал — это братья Приходько. Это из моих подписчиков тоже, наверное, знают. Это из Коми Республики, в Печоре, наверное, возле Печоры где-то живут. 2 брата, братья Приходько. Я обращался к Денису. Он мне также давал советы. Большое спасибо. Ванька, конечно, Иван чуть-чуть приблотненный там. Ему нужен подход. Он, знаете, по комментариям я не знаю. Это уже другой человек. 2 брата и 2 разных брата. А Денис мало говорит, мало пишет. Я через Одноклассник к нему обращался, но конкретно все
тоже мне очень помог. Дальше третий канал, ну это просто подписчик и даже знакомый Сергей Иванович. Привет. Первым делом поздравляю с прошедшим днем рождения, здоровья, счастья, удачи. И без Сергея Ивановича, я думаю, мой канал бы, может быть, уже и, ну, может, я и перестал бы снимать. Потому что был такой период, что у меня не было никакого настроения снимать, как-то просмотры снизились, вроде и стараюсь, но дело не шло. Но Сергей, знакомый, и он мне сказал не останавливаться, снимать. Также он мне сказал, что кому надо смотрит, а кому не надо, он хоть ты ложкой мед ему в рот, как сказать, ложкой корми медом, он не будет есть и не будет смотреть. Так и есть. Я это уже понял. Так что, Сергей Иванович, большое спасибо также тебе. И четвертый канал «Охота и рыбалка в тайге». Отдельно Коми там написано. Александр. Александр, фамилия не помню. Не помню и очень язык сломаешь, такая фамилия. На М как-то начинается. Также Александр мне очень помогает во всем. Ну, вот бывает там нужен мне вот какой-то совет. Я обращаюсь, хотя мы знакомы виртуально. Я его не встречал, руками мы не здоровались ни разу. Только вот просто вот через Одноклассник я пишу, он отвечает, или он пишет, я отвечаю, спрашиваю, все четко помогает. Без помощи тут, ну, бывает, что не разобраться, там, то, все, там друг другу надо помогать. Мне иногда бывает, там, спросят, я также отвечу, и мне не жалко, в принципе, мне не жалко. И еще вот что, за что мне хочется сказать спасибо, это за донаты. За этот год я получал 7 донатов. Максимальная сумма 3000, минимально 20 рублей. Все деньги ушли на развитие канала. 3000 именно выслали мне на вольер. Вон Тулан играет. На вольер я сделал вольере, до копейки все истратил, даже пришлось добавить еще. Также был куплен повербанк, еще некоторые вещи. Все до копейки ушли у меня на развитие канала. Семейный бюджет оттуда не идет. Что идет донат, все идет на развитие канала. 7 донатов я получал. Также получал я посылки. Большое спасибо. Все мне нравится. Что вы высылаете посылками? Лично мне все нравится. И что еще? Вроде и все. А то опять я уже болтаю. Там полчасовый фильм будет. Так что сейчас я соберусь и поеду домой. Фильм про этот поход будет в январе. Всех с Новым годом, с наступающим, как говорил. Всем здоровья. И повторяться не буду. Всем удачи. И еще, после моей этой болтовни, вы увидите, как я выбрал новогоднюю елку на 2019 год. В общем, какой елкой я буду встречать этот Новый год. Так что не переключайтесь и досмотрите этот фильм. Эти поздравления. Все, короче, пока. Искать новогоднюю елку на Новый год. Это то же самое, как искать грибы, когда дождя нету. Все прячутся, как умеют, как могут. А мы ищем. Есть пихтачи,
Вон какие-то как беспризорники. Там новый подсад. Елки, но они совсем маленькие еще. Так, глядим, дальше пойдем. Вон они как замаскировались. Прячутся. Тут тоже елка. Не большая не надо. Ну, в принципе, хорошенькая такая. Аккуратная. Ну-ка, вылазь. Вылазь оттуда. Вон смотри, прячутся как. Вон они. Маленькие. Там глянем. Тяжело выбирать елку. Хочется покрасивее. Покрасивее. А, смотри. Но это вроде шикарное, но иголок вообще мало. И тут тоже. Вот. Нет, все не то. Все не то. Вроде нормально сверху. А здесь в середине вон как пусто все. Так, пойдем дальше. Будем искать. Вроде их очень много. Куча. Ну-ка, выглянь. Опять нету. Так. Ну это более-менее. Это более-менее так. Терпимо. Ну-ка. Так, это пока приметим. На всякий пожарный. А ты тоже вроде. Ну, они зимой как-то. Блин, сломаться. Так тоже как-то вроде и ничего. Вот так и ищем. Я говорю, это как грибы искать. Тоже пихтачи пошли. Вон следы. Чьи-то следы. Крупные, тоже здоровые. Ну-ка. Не то, ребят. Все не то. Ребят, этот, думаю, наверное, не хватит. Вроде ничего, так? Ну-ка. Так, это чуть-чуть не то, а он... Не, вот этот. Так, с одной стороны там стена будет. Нарядим и вроде нормально. А, как думаете? Опа! Упал. Откуда потом лучше искать? Это вроде ничего. Вон. Такой запах тайги. Слышно. Он чувствуется. Слышно это слышать, а чувство это чувствовать. И тулан крутится возле этой елки. Главное, чтобы не обоссал. А, кабелина, блин. Так, вроде ничего. Я вроде... Мне почему-то вот эта елка понравилась. Сейчас я срублю это дерево, посмотрим. Что-то мне... Да, вроде нормально. Ништяковская вообще. Хорошая елка. Мы оплатили где-то метр. Больше метра нам не надо. Елка в этом году 28 рублей, вот это ствол. Цена. Но когда оплачивать пройдешь, там еще накинут за услугу почта 100 рублей. На 140 рублей где-то получается одна елка. Через онлайн как-то можно платить, но я думаю, это вроде ничего. Очень даже хорошая. Где потом искать? А? Там сколько проверяли, и там дальше проверяли. Сейчас я срублю, посмотрим, как выглядит. Такие прыжки вон, смотрите. И вон там мы, где рубили елку, там я следы эти видел. Мощные следы. Короче, на волк тоже пробежал. И вот моя елка, сейчас я поставлю. О, установлю. Во. Ну как? Нормально, нет? Мне вроде нравится. Ствол, сучья, иголки, запах тайги. Все есть. А покрасивее, чтобы получилось, это надо украсить.
украсить дождиком, игрушками, конфетами. Ну, сами понимаете. Я думаю, отличная елка получится. И будем встречать с этой елкой Новый год. И всех также поздравляю с Новым годом, с наступающим 2019. Всем удачи и пока.